1852 году карабулаки вынуждены жить с назрановцами и частью кочевать, так как их аулы заняты уже чеченцами. Интересный момент, а почему карабулаки, если они якобы считали и считают себя чеченцами, или как сегодня чеченцы любят говорить, чеченский Тукхум, то почему же они жили среди назрановцев, а не среди чеченцев? И почему для карабулаков совместное проживание с чеченцами в своих же аулах было затруднительным, что им приходилось даже кочевать, но не жить среди своих без поддержки и защиты со стороны русского правительства? Губадет Загуров. Переселение горцев. Полковник Муравьев в поездку свою теперь же объявит всем карабулакам, поселившимся в Чечне, что они должны непременно следовать со своими соплеменниками в Турцию. Если же они окажут упорство, то объявит, что они во всяком случае не могут остаться на настоящих местах, так как об удалении их из Чечни несколько раз просили сами чеченцы, а должны быть переселены в натеричное наибство, к чему будет приступлено теперь же. Переселенные партии, когда получится разрешение ваше, будут направлены согласно указаний вашего превосходительства в письме ко мне от 7 мая 1865 года номер 1220. Представляю при этом вновь полученные списки переселенцам Чеченского округа. С истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть его превосходительства покорнейшим слугой князь Александр Туманов. Номер 12, 15 мая 1865 года. Крепость Грозная. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 12. Тифлис, 1904 год. Рапорт командующего войсками левого крыла Кавказской линии генерал-лейтенанта Евдокимова военному министру генерал-адъютанту Сухозанету от 3 ноября 1858 года. Имея в виду постоянно тревожное положение военно-осетинского округа, главнокомандующий приказать изволил поселить правильным образом в большие аулы туземцев Назрановского, Галашевского и Карабулакского обществ, уничтожить аулы, лежащие в глубине лесов по верховьям Асы и Фортанги, которых жители постоянно занимаются разбоями. Вместе с тем я предписал наибу Малой Чечни Саибдуля собрать партию вооруженных чеченцев и делать набеги на непокоренные нам хутора и аулы Шагот-Кох, Даттых, Азерзе, Мериджи и прочие, в которых гнездятся обреки, беспокоящие край разбоями. Это тот самый Мериджи, которого незаконно отторгнули от Ингушетии в сентябре 2018 года, как и другие ингушские селения – Эги-Чош, Чеч-Ахка, Мужган и Хай. Далее генерал Евдокимов сообщает. Наиб Малой Чечни Саибдула, согласно отданному мною приказанию, собрал слишком 2000 человек вооруженных чеченцев и явился с ними в лесах, лежащих по верховьям Фортанги, имея в виду заставить покориться нашей власти аулы, лежащие по верховьям Фортанги и Асы, и служащие с давнего времени притонами обреков всех обществ. Это говорит о том, что в 1858 году селения в окрестности реки Асы и Фортанги все еще считались непокорными, и что чеченцы воевали вместе с русскими войсками против жителей этих селений. Этот отрывок из записки генерала Ермолова был приписан к ингушам, когда на самом деле речь идет о чеченцах и о том, как они размножались с помощью других народов. Автор специально отрезал первые фразы данного отрывка. Более того, тот самый автор неоднократно заявлял, что одно из ингушских обществ, карабулаки, или как их иногда называют, Орстхай, якобы являются каким-то чеченским Тукхумом. Стоит обратить внимание на 188-ю страницу того же труда, на которого ссылается админ псевдоисторического канала. По окончании работы войска 17 числа мая перешли через реку Аргун. Вода была уже высокая, и переправа довольно затруднительная. Я поспешил, дабы не остаться за рекой без провианта. На завтра прибыли войска к крепости Грозной. После 2 дней роздыха хан-Кале расчищена совершенно. Расширена долина более прежнего, проложена дорога по самой середине, и место, прежде страшное, может ныне уподоблено быть прекрасному гулянью. В сие время приказано было 500 казакам и 100 отборных чеченцев собраться у Наура и скрытым образом дойти до Сунжи, переправиться за оную близ селения Казах-Кичу и напасть на селение Карабулацкие, дабы отогнать скот. Подполковник Петров и Ефимович исполнили поручение в точности. В актах, собранном Кавказской археографической комиссией, находим еще одно подтверждение. Первые чеченцы, поселившиеся на землях, ныне ими занимаемых, в
вышли из ближайших гор. Население их до 1770 года было малолюдно, и они повиновались владельцам кумыкским, будучи от них наделяемы землями. Им нужно было покровительство их против карабулаков, народа сильнейшего, вышедшего прежде из гор. Познакомившись с большими удобствами в жизни, возделывая землю плодоноснейшую, нетрудно им было приохотить к переселению из гор своих родственников. И так постепенно возрастающее население, да увеличенное сверх того принимаемыми отовсюду беглыми и преступниками, дало им средства уклониться от зависимости кумыков, присвоить их землю и преодолеть карабулаков.